пускай убирают теперь. Ну, холопы, варяги, как их это, Анзор, как их называли? Бурлаки, Волжские бурлаки. бурлаки на Ну, Волге. да, Они привыкли жить в хлеву среди свиней, да, среди коз. Такой удел русского раба, который стремится к свободе. да. Так, ну что, начнем наш эфир. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Приветствуем вас всех, наши братья и сестры, наши друзья. Сегодняшний эфир наш посвящается сегодняшнему дню, 23 февраля, когда наши предки, чеченцы и ингуши, были насильственно высланы в далекие Казахстан, Сибирь, Киргизстан и другие республики в то время. И они были высланы, как я уже сказал, 23 февраля, именно в то время, когда были суровые морозы. И во время этой насильственной депортации наш народ потерял более половины численности. То есть по разным оценкам, разные цифры называются, но наша статистика такая, что мы потеряли как минимум половину своей численности. И эта акция, эта варварская террористическая акция сопровождалась ужасными сценами убийств, как, например, в горном селе Хайбах, когда всех людей из этого села собрали и завели в конюшню из этого села и сожгли их. Те люди, которые пытались оттуда выйти, их расстреливали. И все эти люди были сожжены. Я раньше в эфире как-то показывал фотографии раскопок этого места, где видны вот эти останки наших людей, которые были убиты советской властью. Были также массовые убийства и в других селах, к примеру, даже горное озеро Галанчош, там они топили людей. В других селах также проводили вот такие ужасные сцены. И нужно отметить, что очень тоже важно, советская власть, вот эти коммунисты, которые абсолютно никак не отличаются от сегодняшней вот этой власти, от этих варваров, они сжигали нашу историю. Все учебники, все книги, вся литература была сожжена во всех селах, во всех городах. То есть уничтожался наш народ. Уничтожался наш народ. И власть, тогдашняя власть, советская власть, заявила, что мы, чеченцы и ингуши, высланы навечно. Но хвала Всевышнему, наш народ выжил и вернулся на свои земли. И вот эти события, все эти события, которые проходили тогда, 23 февраля в 1944 году, можно сравнить с сегодняшними событиями, когда вот эта путинская власть и вот эта власть, которая была раньше, власть Ельцина, то есть у них ничего не изменилось. Какими они были варварами раньше, такими и остались. И остались вот эти методы. У нас прошли вот эти две войны. Сейчас на самом деле идет война, но другими методами. То есть уничтожение нашего языка, традиции, обычаи. Также, что очень даже важно, в первую очередь и религию. То есть вот эта власть Путина пытается уничтожить наши корни, то есть убить нас как народ, превратить нас в каких-то рабов, то есть в русских, что у них не получится, иншаллах. И, конечно же, мы не забудем те дни, которые испытали наши отцы, деды, когда были высланы в эти холодные страны, республики.
Мы не забудем, мы будем напоминать, мы будем об этом говорить. Вот буквально недавно российская марионетка Кадыров как-то сказал такую вещь, что чеченцы сами виноваты в том, что проводились депортации, что начинались вот такие войны, когда нас убивали, когда убивали наш народ. То есть он обвинил нас самих. Конечно, он прекрасно знает, что тогда происходило, что происходит сейчас, и сейчас он поклоняется и является чуть ли не сыном этого Путина. И в народе у нас его называют на самом деле Рамзаном Владимировичем. Но для нас сегодня очень важно проводить такие акции, проводить такие эфиры. Вот я только что вернулся со встречи с чеченцами. Мы здесь собрались в Норвегии, отмечали этот день, траурный день. Также отмечает этот день, этот траур и в других странах. Вот сейчас, буквально недавно, мы разговаривали с Лондоном, с нашим братом Абдулмаликом, который тоже находится сейчас, на данный момент находится на митинге напротив российского свинарника, этого посольства. Вот. Вот как-то так коротко хотел сказать и передаю слово нашим братьям и поговорим на эту тему, иншаллах. Али, история? Алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Да примет Аллах жертву наших отцов и матерей всего Северного Кавказа, который пострадал во время депортации, как сказал Анзор, этноцида арабских народов, как и черкесов, кабардинцев, ингушей и чеченцев, которые намеревались уничтожить и дальше продолжают уничтожать. Да пусть возместит Аллах нашими ушедшими и лучшими людьми, продолжится борьба за свободу, за независимость от всякого какого-либо диктатора, который всегда доказывал свою правоту и правду силой над слабым народом. Но вся воля Аллаха, что дает силу малым народам, выдержки, терпение, вероубеждение и скрепляет все малые народы в единый кулак. Вот так, иншаллах, с таким намерением будем сегодня поминать наших предков на протяжении уже 400 лет, которые стремятся донести свободу нашим потомкам. Иншаллах, и это за нами будет передано и потомкам. Как говорится, мы не забыли, мы не мстим, мы помним и учимся на наших ошибках, что история нам напоминает и дальнейшее, как наши враги с нами подло относились по отношению к нашим отцам, женщинам и детям. Хочу передать слово Тамерлану. На этом все равно ком в горле стоит, когда вспоминаю такие тяжелые моменты наших отцов. Ассаламу алейкум всем. Сейчас просто подождите. Я просто хотел бы коротко сказать. Во-первых, хочу сказать спасибо именно Казахстану, вот ихнему народу, за то, что они приняли наших предков, приютили. Благодаря им, можно так сказать, да, вот наши предки именно выжили в тот самую трудную минуту. Что могу сказать насчет русских? Русские на сегодняшний день, во-первых, черкесы, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Грузия, Украина. Куда бы ни ступила русская нога, везде один хаос и только смерть. Я очень надеюсь, что
нормальные люди, да, что просто откроют глаза, допустим, ну, просто посмотрят на русских с другой стороны, которые уничтожают мой народ, допустим, уже сотнями лет. Практически каждый через 50 лет, ну, плюс-минус 50-60, вот именно чеченский народ, ну, уничтожается. Наверное, у них какая-то цель для этого. И напоследок так скажу, хоть может быть это и будет грубо, да, да будь они прокляты, и те, кто их любит, и те, кто их поддерживает. Вот я это говорю вам от души. Я иногда, да, я знаю, что нехорошо, когда я молюсь, да, я молюсь, и я прошу у Всевышнего Аллаха, да, чтобы и вас тоже коснулось то, что коснулся вот наши народы, так скажем. Дай Аллах, чтобы вы и ваши семьи познали такой же, чтобы познал мой народ и народы других, вот где была именно русская вот эта вот шваль. Ассаламу алейкум всем. Алейкум ассалам. Я присоединюсь к сказанному всецело. Что тут можно добавить? Мы скорбим в этот день по нашим отцам, дедушкам, бабушкам, сестрам, братьям, по всем скорбим. И сегодня что мы можем сделать? Мы можем единственно объединиться все вместе. Только объединившись, мы сможем победить эту нечисть под названием Российская империя, которая убивает, уничтожает все и вся на своем пути. Нам нужно объединение и уничтожение этой русни с нашего пути. Только так все народы смогут жить свободно и процветать. Другого варианта у нас нету. Народ, объединяйтесь и думайте о своих будущем, а не сегодняшнем меркантильном дне, который дает нам Всевышний Аллах. Я еще вот хотел заметить, что это было в 2004 году, когда Европарламент признал вот эту насильственную депортацию как акт геноцида. Ну да, они так мягко, но признали это актом геноцида. Хотя на самом деле, как тут сказал наш брат, это был этноцид. Нас уничтожали как этнос. Это был геноцид и этноцид. То есть они хотели этим уничтожить нас, убить наш народ. Конечно, это не получилось. Вот сегодня я разговариваю с матерью, со своей. Ну, конечно, она там была маленькой, там родилась. Вот. И говорили на эту тему чуть-чуть. Ну и я говорю, что вот старшие, то есть мой дедушка, например, вот я никогда не помню, чтобы они говорили на тему выселения нашего народа, потому что им было больно об этом вспоминать и говорить. Вот. Тяжело очень. И просто представить не могу, вот как сказал один наш брат, не знаю, вот смогли бы мы сегодня вот через такое пройти, например, вот это выселение, в этот мороз, в этот голод. Вот. И, кстати, нас, то есть наш народ, до того, как депортировать туда, российская власть, вот это их НКВД, обрабатывала население вот этих республик, вот, казахов, там, киргизов, других, что, и говорили, что вот к вам везут разбойников, людоедов, вот так и говорили, разбойников, бандитов и людоедов, которые очень опасны. То есть, чтобы никто с ними не контактировал, то есть с чеченцами и ингушами. Но когда они доехали до этих республик, то поняли, что это обычный, простой народ, хорошие люди.
Вот. И вот тепло приняли их на самом деле. И киргизы, и казахи, и другие. Вот. И поэтому мы сегодня благодарим их за то, что они спасали наших отцов, дедов, вот, всех чеченцев, ингушей и других, что помогли им выжить в то тяжелое время. Я буквально недавно получил одно видео от нашего брата, который поехал так далеко, а Казахстан-то большой, проехал все расстояние, чтобы снять для меня видео того поселка, можно сказать, где жили мой отец, где они вот жили, их дом. Ну, на самом деле там сейчас дома нету, но есть то место, вот это место он снял, там фундамент. Вот, тяжело было по рассказам, как они выживали. Потом через 13 лет нам, чеченцам и ингушам, позволили вернуться в свои дома. А свои дома, наши дома, были заселены вот этими русскими. Вот. И вот приходилось им тогда, в то время, приходилось устраивать такие разборки по возвращению своих же домов у них. Вот такое тяжелое время было. Ну, конечно, Анзор смягченно рассказал об этой истории. Вначале была подготовлена такая почва для всех народов Кавказа. Да, В да. действительности это были туземцы, аборигены, которые пожирают себе подобных ганнибалы, Мгм. что первое время, месяца, может и 2 месяца, в течение полугода, всех национальностей держали в конюшнях, свинарных, там, ну, скотских помещениях, где искали даже вши и в навозе искали, как сказать, Червей? необработанные, переваренные кукуруза Мгм. или Мгм. пшеница, Да, да, да. что-нибудь такое. Даже были такие ситуации, что искали в головах вшей кушать, питаться. Не было чем прокормить даже ребенка. Но когда казахи и киргизы увидели, как мусульмане начали хоронить друг друга, для, конечно, ритуалов, похоронных ритуалов не было таких условий, но все равно старались какими-то способами хоронить человека, потому что и ислам, как религия, была запрещена тоже. Не могли общественно показать или собрать общественность, хоронить войнахов, умерших войнахов, которые продолжали погибать и дети умирать. Когда уже казахи увидели, что это мусульмане, начали в первую очередь помогать мусульманам. Да, да. Мусульмане обязаны помогать мусульманам. И начали делиться и хлебом, и кровом, и все равно и начали казахов тоже преследовать за помощь этим самым аборигенам, как всех кавказских туземцев. Мне бабушка рассказывала много страшных вещей, но когда они говорили, некоторым страшно было вспоминать, а другим говорили, не надо такие истории рассказывать, чтобы вселялся страх перед врагом, чтобы у нас не заселился в сердце страх, чтобы мы стойко выдержали такое, в любое время такое условие, которое нам уготовит любой враг. Вот в таких случаях нам не рассказывали страшные истории, но рассказывали такие трудности. Страх мы не хотели, наши отцы не хотели, чтобы страх вселился в наши сердца. И чтобы мы боялись, что нас могут дальше так и так. Но мы потому не имеем перед этим врагом страх. Повторно же и выселенными. Это уже не первый пройденный этап. Анзор, наверное, тоже помнит. Во время первой кампании на самом деле в Моздок привезено было 400 тысяч пар наручников, чтобы и войнахов сразу же опять же депортировать. Помните, как бы проходили митинги, чтобы эти народы обратно же были выдворены с родных земель. Я закончил. Да, кстати, как ты, ну, хорошо, что ты напомнил эту деталь. Действительно, в 1994 году, до вторжения российских оккупантов на нашу территорию, они подтянули эшелоны к нашим границам. Ну,
северная граница в основном, там же, там и доступ к России у нас граница. Вот. Было подтянуты вот эти эшелоны, и, как ты сказал, наручники там и все остальное. То есть, на самом деле, в то время планировалось выселение чеченцев. Вот. И в 1994 году, в канун начала Первой русско-чеченской войны, наш первый президент Джохар Дудаев, кстати, обнародовал вот эти документы, в то время секретные документы России, что вот готовилось выселение чеченцев. Вот. И, как я раньше сказал, ничего в России не изменилось и не изменится, пока вот существует вот этот Кремль и такая власть в России. Ни методы спецслужб, ни методы войск, вот, они были варварами и остались этими варварами. Вот то же самое сейчас происходит в Украине. Ну, если посмотреть, им безразлично, когда они запускают вот эти страшные, мощные ракеты, земля, ну, и бывает и воздух, земля, вот. Это Искандеры, .У, что там еще, Кинжал и так далее. Они не смотрят, погибнут мирные жители или нет. Они разрушают все, они убивают все подряд, всех подряд, мирных жителей. То же самое и у нас происходило. К примеру, 21 октября 1999 году, когда такая же ракеты в этот день были запущены по мечети, по родильному дому, по центральному базару, где находились мирные жители. Только на одном этом центральном базаре было убито и ранено несколько сот человек. Вот, несколько сот человек. Ракеты над ними взорвались, и вот эти люди умерли и были ранены. То же самое, например, Валды, есть такой чеченский поселок, вот эти русские фашисты зашли в село, как нам когда-то вот показывали немецких фашистов, да, вот они со шмайсерами заходят в село, огнеметами сжигают дома, расстреливают всех подряд, а вот эти изверги делали еще хуже. Женщин, стариков, там в основном они и остались в этом поселке, убивали всех подряд. То есть ничего не изменилось и не изменится, пока существует вот эта власть, вот эти варвары. Алейкум салам. Ну, так бы хотел бы тоже так напомнить маленькую предчастие той высылки. Почему уже кавказцы, есть такие многие вопросы, не оказали сопротивления? Буквально за месяц-два по всему Северному Кавказу начали сборы оружия для якобы Второй мировой войны, что нехватка оружия. И вот таким путем обманули кавказцев и собрали все оружие у кавказцев перед этой самой депортацией. Да. Таким способом Россия Предотвратила сопротивление. Кавказ был готов в любое время, любому исходу. Мы никогда не были с Россией в союзе, никогда не имели ничего общего. Но обманывать через наших предателей, это те времена были, царские времена были предатели, национал-предатели, их назвать нельзя, потому что у предателя нет ни национальности и вероисповедания. Предатель есть предатель. Как мы знаем, Иуда. А эти же предатели, как бы сказать, своей национальности, начали очень много способствовать российской агрессии, вот эти коммунистические хунты, которые уничтожали даже малейшая мысль о сопротивлении. Даже последний, если я не ошибаюсь, в 1956 году был последний выход абреков. Это
со стороны Кизилюрта. Последний раз, и там же участвовал сам Шахид иншалла Хасуха Магомед. Иншаллах. Кавказцы оказывали сопротивление, оказывали давление советской армии, что советская армия, Советский Союз начал говорить, что мы пособничаем Гитлеру, немецкой, где немцы были, где Кавказ. Это совсем друг от друга чуждые земли, не имеющие ничего общего, даже по расстоянию не имеем близко. Протянутую руку, можно сказать, не сможем протянуть помощи. Одним словом, оказывали. И во время возвращения Сибири терские казаки и многие прочие русские заселенцы, как и на Теречном, как и Терском районах, селения Новогрозный, к примеру, потом Жалко, были заселены, наилучшие станицы были заселены, и там условия жизни были наилучшие, чем в других селениях. Чеченцы ночью выходили и мстили, и выгоняли из своих домов тех самых заселенцев. Конечно, приходилось где-то, если человек понял договориться, адекватный человек оставлял чужой дом и уезжал. Но если не получалось как-то договориться, чеченцы мстили. Просто делали свое дело ночью, как делают волки. И потихоньку начали наши дома оставлять. Я говорю, я был маленький, можно сказать. Последний раз в 1987 году, когда из Миноводов я направлялся с моим дядей в город Грозный, я общался со своим дядькой на русском, на чеченском языке. Я плохо знал чеченский язык, мне стыдно было на своей родине говорить, общаться на русском языке. Это язык моих врагов. Но с моими братьями, соседями, я общаюсь на русском языке. За что нас автобусы хотели высадить, вызвать милицию. Так как в Чеченской Республике, столице Чеченской Республики, было запрещено в общественных местах общаться даже на русском, на чеченском языке. А сейчас какой гордостью общается наша молодежь языком врагам. Я понимаю, вести общий диалог на русском языке с нашими братьями, соседями. Ассаламу алейкум, приветствую вас всех. Как вы, друзья, как вы, братья? Я что хотел сказать, пару слов, с вашего позволения. Сегодня трагическая дата, когда в этот день выгнали из домов, из собственных домов наших братьев, моих братьев, предков. Это очень большая потеря, и это очень большая трагедия для всего Кавказа. И я бы хотел сказать одно: каждый ребенок, который погиб тогда, каждый человек, каждый старик, да, который погиб при этой пересылке, это еще один билет в преисподнюю для русских. За каждого умершего, погибшего человека там. И это не сойдет им с рук. Всевышний все видит, и наказание будет очень страшное. И я присоединяюсь к вам. Для меня тоже, как и для любого войнаха сегодня, это день траура, и для меня тоже это огромная потеря. Но хвала Всевышнему, все будет хорошо, и дай Бог, чтобы вот это все, вот этот ужас скоро закончился, и мои братья-войнахи смогли жить на своих землях. Спасибо большое. Спасибо, брат. Спасибо. Салам. Валейкум салам. Сейчас я хочу просто прочитать, где 200-тысячный канал в Телеграме, русский канал, и они залили, вот такой пост. 23 февраля день депортации ингушей и чеченцев. То есть это главное название. И смотрите, что они написали. Это русские написали. Там 200 тысяч подписчиков. Всех военнослужащих с праздником, служивших, то есть с праздником. Напомню, что 23 февраля еще и день депортации чеченцев и ингушей. Поэтому
в общий двойной праздник получается. Радостно. Понимаете? Двойной праздник, говорит русский. И, ну, типа, двойной праздник, короче. Поздравляю, говорит. То есть они празднуют А они свой как праздник воспринимают. да, и плюс празднуют геноцид чеченского, ингушского народа. То есть вот все, что нужно знать про русский мир. Ну что, предела нету их свинства. Абсолютно нет предела. И с каждым днем удивляюсь еще больше и больше. Это 23 февраля, действительно, он был уже создан именно на Кавказе за то, что якобы Россия, ну как Советский Союз, защитился от внутренних и наружных врагов. И они его так и назвали День защитником Советского Союза. А другое я хотел бы так же, как, ну, Европа, я не знаю, как она признала геноцид, но она, да, признала репрессии, гонения и политические убийства со стороны Советского Союза. Ну, Путин так отчитался. Мы за коммунистов не отвечаем. Мы теперь Российская Федерация. Ну, а его стремление, опять же, воссоединить все страны СНГ и создать, опять же, тот же самый коммунистический союз, это всем известно. Но он не хочет вести ответственность. Лицемер обычный. Да, он не хочет нести ответственность за свои поступки, за своих отцов. Их лицемерие мы всегда видели и знаем. Они шапку поменяли, это как в этом Да. фильме. Власть Да, сменилась. опять власть меняется. Вот эта ублюдская власть, которая всегда делает одно и то же во все времена. Ну, русня есть русня. От этой свиноты ничего хорошего никогда ни один народ в мире не получал хорошего. Ну, что тут говорить-то? Свинство одно. Кстати, Ну, в принципе, посмотреть, как ихняя власть, пусть даже со времен коммунистов менялась. Там Николая свергли, пришел Ленин. Вот, Николай был во всем виноват, сдох Ленин, пришел Сталин, вот Ленин был плохим. И каждое новое лицо, которое приходило, в чем-то обвиняло старого лидера. Ну, именно так и есть. До сих пор так оно и идет. Ельцина при Путине называли, что он алкашом был. Ну, не сами ли они его избирали? Каждый что-то кидает, какие-то обвинения. Павло, империя зла, она как и собралась, так и распалась, как карточный домик. Она собиралась как карточный домик, и также она распадала. Анзор хотел что-то сказать, дадим слово Анзору. ну, что касается вот этой насильственной депортации, они же предъявляют обвинение, что вот чеченцы там сотрудничали с фашистами, как бы так. Тут уже сказали, просто хочу подчеркнуть, что немецкие фашисты не успели оккупировать нашу землю. То есть никакой причины для депортации на самом деле не было. И никакого сотрудничества. Я такого не слышал. Единственное, что сделали немцы тогда, на тот период, кажется, 42-й год был, 42-й год, где-то сентябрь месяц, вот, они дошли до Моздока, до Осетии, потом продвинулись до Ищорска, затем продвинулись до Наурска, это уже территория нашей республики, вот эти два населенных пункта, и смогли форсировать Терек, продержались на этой стороне Терека день-два максимум, и были отброшены назад. И уже началась операция по их уничтожению. То есть они потеряли много танков в этих боях и были отброшены обратно до Осетии и дальше. То есть немцы зашли на территорию нашей республики, но не продержались там и были выброшены обратно. И поэтому ни о каком сотрудничестве не может быть и речи.
Сотрудничали русские и генералы, и сотни тысяч русских переходило на сторону фашистов, создавали полки и дивизии и воевали против России. Почему-то русский народ не выселяли никуда. И как вот проводилась вот эта операция по уничтожению наших народов. То есть вот эти НКВДшники, эти военные приехали в населенные пункты нашей республики, жили в домах, даже в домах вот этих мирных жителей, назвав какую-то другую причину, что там пришли по каким-то мероприятиям и так далее. И уже рано утром, 23 февраля, начали арестовывать всех подряд. Всех подряд, уже людей погнали как скот в скотские вагоны и выставили. Вот как это происходило. Почему не было сопротивления в то время? Потому что в основном мужское население воевало на фронтах. И было очень много вот молодых людей, которые, да, действительно воевали на всех фронтах во время Второй мировой войны. Но сопротивление было, были какие-то единицы, а оружия у нас в то время не было, потому что русские вот эти НКВДшники изъяли все, что смогли изъять. Но были вот эти обреки, как мы их называем, которые вышли мстить. Мстить и мстили до последнего. Вот как назвали тут имя Хасуха, наш последний обрек тех времен. Вот, он мстил вот этой советской власти. Он воевал до конца, в 70-х, 73-4 году его убили. Вот. И, конечно, вот это сопротивление сегодня продолжается. То есть мы делаем то, что делали и они в то время. То есть наша борьба – это борьба за свободу, чтобы больше никогда такого не происходило. Мы будем рады, когда вот этот режим российский, русский, будет побежден и поставлен на колени. Вот. А все остальное, что надо сделать, мы, наш народ, это сделать. Мы вернем то, что у нас забрали, то, что у нас украли и оккупировали. Вот наша цель. Мы не хотим никакой войны, но нам ее навязали. Но мы любыми методами, даже сегодня вот в войне в Украине, мы стоим рядом с украинцами именно ради общей победы и ради освобождения нашей земли. Вот наша цель. Да, хотел бы добавить сказанному Анзору, именно немецкие журналисты, документалисты показывали, как когда они входили на равнинные территории Кавказа, их именно встречали простые крестьяне-осетины, что ни кабардинцы, ни черкесы, к которым так стремились немцы объединиться, и чеченцы, и дагестанцы, объединения они не получили, получили сопротивление. Но почему-то мы не желаем ни осетинскому, ни какому такому другому народу того же, что мы получили. Просто хотим напомнить, что те, которые сотрудничали с Россией или с Советским Союзом, или с Германией, с фашистской Германией, они никогда не страдали. Так как немецкие документалисты, сами журналисты с фашистской Германии, сами документировали, что именно к ним больше помогали осетины, которые им приносили продукты питания или там скотоводческое, что-то такое, крупного рогатого скота, какие-то дарственные вещи со стороны осетинов. Я не желаю осетинскому народу ничего плохого, но почему-то не они страдали, а страдали те, которые именно оказали сопротивление за Кавказ, северно-кавказские народы. Халид, а вы смотрели кадры, где какой-то осетин выступает и несет бред какой-то, что вот типа вы, говорит, все забыли, мы, оказывается, все наши народы, мы пришли сюда, мы пришли, и он говорит, что вот вы забыли, кто вас приютил, кто вас принял. Оказывается, это они нас это на ноги поставили, тут приютили. Вот знаете, пока вот это вот мышление империалистическое есть, этому народу не удастся ничего добиться хорошего. Ну, видишь, у них их
ошибка, что у них примерно, возьмем Грузию, соседнюю страну, которая имела свою письменность, свою историю, свою грамоту, имели свое государство. Они могли передавать свою историю устно или в письменном виде. Но те, которые были пришедшие малые народы, не имеющие своего даже языка, что можно сказать? Ими легко манипулировать. Как говорится, ну, обученный умеет руководить, а дурак лишь слушает. Вот их был удел, что они в действительности и по сегодняшний день где-то нахлебались какой-то истории, которая не имеет фундамента. И между нами сегодня... Союз создал им историю фактически. Да. Вымышляя каких-то героев, ну, как скажу вот этом у армянского актера, который говорит, русская сказка всегда начинается с Иванушки-дурачка. О чем можно говорить? Так что между нами всегда это строилось, чтобы мы между собой и были врагами на Северном Кавказе. Да, и не только на Северном. В принципе, Да. они на всем Кавказе это делали. Ну да. Да, они и за Кавказе, и Кавказ они хотели стравить в любое время, когда уйдет оттуда русский сапог, что они имеют такие привычки, уходя за собой палить хату, как говорится. Бросить спичку, и чтобы эти народы друг друга перебили. Потом они идут туда голубыми касками. Мы миротворцы якобы. А Я у добитых воровать, у добитых, тех пострадавших людей воровать стиральные машины, унитазы и прочую бытовую технику из дома. Я закончил. Да. Знаете, я еще одну подробность вспомнил, когда шла защита вот, под Малгобеком, когда немцы подошли к нашей республике уже, шли боевые действия, никто не упоминает, что третья линия обороны Грозного было сделан ров 5 метров шириной, 3 метра глубиной и полностью залит нефтью. Да. На случай, если они прорвутся, то зажечь, и чтобы спалить все. Это противотанковый ров, UTIA, да? Ага. Да. Есть. Да, сопротивление Северный Кавказ оказал жестокое сопротивление, потому и Советский Союз боялся именно после победы над фашистской Германией, что Кавказ может подняться, а он никогда не смирился с тем, что там топчется русский язык, царская Россия, после коммунистическая Россия, что ослабленная советская армия может проиграть Северному Кавказу. Вот это и побудил депортировать весь Северный Кавказ. Именно те народы, которые оказывали сопротивление, помощь, те народы, которые сопротивлялись, именно сильно страдали в этом случае. Ну, я больше чем уверен по сегодняшний день, что если не Вторая мировая война, от наших народов вообще бы ничего не осталось. Нас бы русифицировали. Этот мерзавец Сталин тогда чуть-чуть ослаб, и он не смог внимания на это, уделить, чтобы нас фактически русифицировать. Эта война помогла нам выжить где-то. Вот два героя Кавказа, это Джахар Дудаев и Гамсахурди, когда они уже вели дороги объединению Кавказа, на что как и внутренние враги Грузии и Чечни, так и наружные враги старались сделать все, чтобы не объединился Кавказ. Первым устранили Зияда Гамсахурди. Уже пошло дальше между Кавказом травля и друг друга, как бы сказать, братское убийство, братоубийственная война. Хотя Кавказу между собой делить нечего. У нас никогда такого не было. Но русский язык довел до того, что кавказцы начали убивать друг друга.
Ну, русские подготовили почву для этого. Они очень много старались, очень сильно работали с этими предателями, готовили их. Ну, ихняя программа работает. Тут нечего сказать, конечно. Если мы не избавимся сначала от головы этой змеиной, в первую очередь, а потом не очистим наши ряды в низах от этой всей шелупони, то на Кавказе так и не будет ни порядка, ни взаимопонимания. Они нам не дадут вот этими провокациями, всеми вот этими гадостями жить нам нормально. Да, другое, я говорю, вот именно, что когда Грузия знала, и как и Чечня, Ингушетия, и многие страны Северного Кавказа уже наперед знали, когда уже отделялись, становились неотъемлемой свободной частью Северного Кавказа, и многие были документы тех в действиях Советского Союза или в будущем их планы, уже все было известно. Единственное, что надо было, это объединение Кавказа. Ну, как вы сегодня видите, Кавказ продолжает друг друга ненавидеть, друг друга порицать, презирать. И мы сегодня не можем именно сами-то те лицемеры и предатели, которые внедрились в наши народы, они уже в открытое лицо показывают, они уже никого не боятся. Они были в те времена, когда наших отцов выселяли. Но власть у них. И нам сегодня как-то тяжело воевать, потому что враг наш стал еще жестче. Они начали воевать не только с мужчинами или там с подростками, но они начали воевать с детьми. А по официальным данным, сколько человек погибло вот при этих выселениях? Я вот просто не знаю. К примеру, я не знаю, как сказать, но где-то Приблизительно. около 400 тысяч тогда среди чеченцев было. Также половина Ингушетии, в то же время половина Ингушетии, потому что Ингушетия не была такой многочисленной. 450 тысяч, ну вот примерно вот так говорят. 400-450 тысяч. Да, это приблизительные данные. И учитывая, как русские любят занижать свои вот эти грехи, они, как всегда, занижают. И в каждой семье при выселении, мы прекрасно знаем, в дороге, в вагонах умирали из каждой семьи минимум половина. Ну, И еще другое там, это еще эшелонах, то, что погибшие. да, я имею в виду, да, Халид, в эшелонах Да, во время больше выселения половины. сколько грузовых автомобилей было сброшено в обрывы. Это да, вот Это об с этом я людьми? и говорю. Да, В дороге только больше половины погибло, а уже по прибытию первые месяцы, скажем так, погибло еще. Это была катастрофа, крупнейшая катастрофа для наших народов. Поэтому возвратилась через 17 лет, вот смотри, от того, что осталось, возродилась немножечко восстановилась, капелька, и вернулась домой обратно. Вообще же совсем мало людей, если брать по количеству. Поэтому я считаю, что вот это все, вот это на первоначальной стадии, где-то 70% было погибло. Это я так считаю. Любитель, наверное, тоже помнишь, Анзор, наверное, тоже помнит, был у нас один гитарист, который не спевал песни, скажем, это некрасиво говорить, говорил Илли про возвращение чеченца с Казахстана, который вез чемоданы, его русский продажный мент останавливает, говорит, ну что, чеченец, разбогател?
На что чеченец ответил, это останки родителей моих. Мгм. Везу на родину свою. Да, да. Мой отец привез также в чемоданах останки родителей. Там, Пабло, как была ситуация, когда именно что в некоторых селениях, это мы исторически только лишь пару селений знаем, это, к примеру, Хайбах, а есть еще маленькие населенные пункты, прям заживо убивали людей, просто уничтожали, сбрасывали с обрывов, просто не счесть, какое количество людей погибло. А другое, с этим же, как я сказал, даже многие люди, дети, в основном, как моя соседка, я один раз в одном лайфе рассказывал, она была ребенком 11 лет, девочка, жили в горных районах, это где находится селение Алирой, ну как наше родовое село с Анзором. Она была на окраине, их дом был на окраине села, она успела скрыться в лесной массиве, и в течение 16-17 лет она скрывалась в лесу. Лишь один раз она видела на коне одного мужчину, и то издалека. Но она скрывалась, боялась кому-то попасться в глаза, потому что ребенок уже и тогда уже мог понять что-то неладное, так как массово забирали людей, расстреливали в селениях и массово закапывались на том же месте, сжигали эти тела. Я говорю, потому по сегодняшний день находят схроны людей, но эти схроны мы не можем определить, это старые схроны или это те схроны Второй мировой войны. Есть массовые убийства людей. А скопировать это очень тяжело. Там нужна техника, нужно много людей изучать это, а Россия не хочет именно это исторические свои преступления. Сколько еще жизней забрать надо, чтобы они насытились, Не, Павел, тут суть не в этом. Они не могут насытиться тем, что сделали, и они пытаются уничтожить до последнего хотят. Как Жириновский же не зря в открытую заявлял, нам Кавказ нужен без кавказцев, а именно когда он говорил за чеченцев, вы помните, когда вот это, Чечня без чеченцев, Кавказ без кавказцев, вообще, эти территории им нужны были без наших национальных принадлежностей потерриториально. Понимаешь, в чем дело? Им не нужны никто, им нужны земли. А люди, которые там живут, для них ничего не значат. Это генетический мусор для них, не более того. Да, потому... Я это говорил. Потому и Гамцахурди, и Джахар Дудаев, и остальные все лидеры независимых государств, тех республик, знали прекрасно о этих вещах. Но им, я уже говорю, не дали им объединиться, а продолжают по сегодняшний день. После исчезновения Чеченской республики, Ингушетии, Кабарды, как сегодня можно сказать, Черкесская республика, уже почти уничтожена. От него просто осталась лишь национальность и легенда о Черкесии. От того быта уже нету. История полностью уничтожена. Все уничтожено. Следующим была бы Грузия. Им просто нужно рабские, такие, как сказать, бурлаки на Волге, бурлаки на Тереке. Вот вы говорили, то, что при коммунистах запрещали на своем родном языке разговаривать. Было. Вы представьте, это коммунистические времена, мы понимаем, да, когда диктатура была и так далее, вся мерзость. Вот я своими глазами где-то в прошлом году видел, здесь патрульные остановили машину, и оттуда бухая рожа такая русская выходит. Говорит, что вы меня тут мямлите, разговариваете на русском языке, короче, и с претензиями начал на них кидаться. Он думал, что это гаишники ихние. Эти сразу же его скрутили, обработали, отвезли туда, куда полагается. И там потом еще набралось этих мерзавцев, приехали поддерживать этого.
все разбежались потом. Они, знаешь как, даже сейчас у них какие-то претензии, почему вы с нами разговариваете по-грузински. И многим пришлось покинуть Грузию из-за этого. Вот это и есть их сущность. Павлов, я Халид Ахмадилов, я не понаслышке помню, я вырос в Грозном. Школа, вот это все, знаешь, вот это поэтапно. Грозный населял 95% русскоязычное население, русские в основном. Основная часть были русские. И чеченцы, этнические чеченцы, если они не работали на каком-то предприятии, или они, если не учились, когда приезжали на автовокзал в Грозный, то там на месте уже менты рядом ходили всегда, патрулировали, сразу проверяют документы. Откуда? Зачем приехал? Студент? Нет. Работаешь? Нет. А ну давай на свой автобус и езжай в аул, тебе здесь делать нечего. Во-первых, это одно было. Во-вторых, как они к нам обращались. Говорите на русском, мы вас, чеченский язык, не понимаем. Может, вы нас материте, еще что-то такое. Как мне одна русская семейка шла и говорит, что вы тут... Ну, я в то время еще школьник там, 4-5 класс, футбол гоняли мы во дворе. Они проходят и говорят, понаехали, что вам здесь делать? Езжайте в свой Казахстан. Представляете, мне, чеченцу, это русская свинья, говорит, езжай в свой Казахстан. Вот. Это надо вот до такой степени у них мозг атрофированный, что они, живя на чужой земле, считают ее своей. Это просто уму непостижимо. Это, я даже не знаю. Вот так было с ними. Ну, алейкум салам, ратуллах всем. Анзор, может, Анзор хочет что-то сказать? Мне, Да. я также... Он сидит тут, смотрит, конечно, на меня с такими глазами. Ну, мне же приятно вас слушать, я люблю слушать. Вот. Ваши рассказы, ваши мнения, приятно слышать. Ну, что я хотел вот так думал, хотел добавить, то, что многие чеченцы действительно привозили своих родных, то есть, чтобы для того, чтобы перезахоронить их на родной земле. Вот так относится, вот так с любовью и с огромным уважением мы относимся к своей земле. И, конечно же, в первую очередь к телам наших родственников, близких родственников. И вот как тут говорили, я много раз слышал вот такие случаи, рассказы, где вот в чемоданах вот так привозили своих родителей с Казахстана, с Кыргызстана. Вот. Были такие случаи. Ну, еще я слышал, когда вот наших людей везде тут выселяли, вот так насильственно выселяли, появились болезни по пути даже. Кажется, если я не ошибаюсь, вот это выселение длилось 16 суток, что ли. Вот даже вот за этот период вот пошли такие болезни, кажется, тиф, еще там и другие. И вот они отцепляли вот эти вагоны, где были вот люди заражены вот тифом и другими болезнями, отцепляли их. Не знаю, что потом с ними делали. Вот. И люди, которые умирали, то их просто сбрасывали с вагонов, потому что поезда или не останавливали, или же на остановках, где останавливали, то просто оставляли там, не успевали хоронить, потому что и времени не было, потому что от них это не зависело. Вот таким образом они их увезли. Вот кого в первую очередь убивали? Нетранспортабельных. Это, скажем, женщины, это больные, это старики. Их то сжигали, то расстреливали. В основном такие случаи
массово, скажем так, происходили в горных селах. Вот такие ужасы были. Я не знаю, даже вот я это не испытал, мы это не испытали на себе. Но все равно трудно вообще просто думать об этом. Вот вспоминать вот эти рассказы. Не события, потому что мы их не видели, а просто даже рассказы. Вот, ужасно все это, очень ужасно. Но нас... Напомнил бы, Анзор, Да. это еще в те времена у нас соблюдались наши обычаи, ну, Да. традиции, Расскажи. даже строже, чем сейчас. Да, так. Когда женщина перед старейшинами не держала своего ребенка на руках, такие традиции у нас были. А в то время вагоны заселяли, ну, принудительно закидывали беременных женщин, Да. женщины слабыми, здоровьем или какие-то побочные дефекты, а другое не было уборной, как вы сами знаете, это сейчас уже легко так сказать, а в то время туалета не было, что люди сауцид делали, чтобы не показать перед старейшинами и даже женщинами неуважение. Доходило до сауцида, что молодежь сами на себя накладывали руки, почитая взрослых и их статусы. Да. Я, конечно, вспомнил, я хотел это как-то рассказать, но мне как-то не было удобно. Вот, но, да, были такие случаи, потому что не было места в этих вагонах. И у нас менталитет и обычаи настолько строгие, что вот они в то время вот сдерживали себя, и вот происходило такое. То есть не переступали вот этот менталитет и наши традиции и обычаи. Они держались вот таким образом. Сегодня это чуть по-другому. Ослабли, наверное, вот так. В этом плане. И да, конечно же, я могу обвинить вот этих российских спецслужб, этих рабов, которые стали на колени и служат им, которые делают все возможное, чтобы вот это все прекрасное наше истребить. Вот. Наши традиции, наши обычаи. Вот. Сделать из нас вот этих русских рабов, в которых нет ничего внутри, ни святого, ничего человеческого. Короче. Да, эта работа ведется очень серьезно и давно. А сегодня, кстати, Халид Бахмавила, сегодня вы посмотрите, что преподают в школах нашим детям у нас в республике. Это кошмар. Это просто советское время, какое-то идеологическое, какие-то мягкие такие были. Но сегодня, что там пишут в книгах, это кошмар. Они уже придумали, что чеченцы произошли от русских, это уже в книгах пишут. Представляете, до какой степени маразма докатилась вот эта их идеология? Да. Кошмар. Ну, просто хотел бы, туалет это другое, но мать, которая не может перед мужчинами оголиться и накормить грудью ребенка, много детей, говорят, умирало именно в вагонах, грудных детей. Потому что старейшины кричали на женщин, чтобы они разрушили этот предел, этот закон. Они очень старались во спасении жизни. Но женщины у нас были такие гордые и смелые, что перед смертью свою честь не отдали бы. Да. Жизнь для них было ничего, а честь это было превыше всего. Много детей, говорят, умирало. Аллах разут оба. Аминь. Далдехал больше. Аминь. 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 Алик, иди отсюда. Я смотрю на этот комментарий. Зашел такой Алик сюда. Алик, ты не туда зашел, не в ту дверь, как ваш Киркоров. Я вспомнил нашего героя Ламбаду Али, который
обращался к Алику: Алик, отводи ребят. Вот. Не отвели, и все вот эти роты, вот эти бригады уложили в боях в Грозном. Алик зашел со своим флагом. Да, сейчас тоже Алекс зашел, короче, и ушел, короче, так быстро. Ну, видите, вот тут пишет кто там, Анна, что это не значит, что это потерял бы честь. Это честь не только перед старейшинами, это честь перед Богом у нас. Мы перед Богом несли свою честь. Конечно, человек человеку равен, и старейшины с этим боролись. Когда сажали всех людей в вагоны, когда люди были в панике, один из старейшин закричал: «О, люди, чего вы кричите, чего вы в панике? От Аллаха нас не забирают же, где бы мы ни были бы, мы идем к Аллаху». Так-то просто, я говорю, у нас другая ментальность была, и русский сапог боялся не... Нынешнее поколение русский сапог не так сильно боится, он боится той крови, которая течет в нас, крови предков наших, что она может когда-нибудь опять же восстать, и им тяжело будет заново начинать эти спецоперации против кавказских народов. Саваш, я просто сейчас постараюсь, так, мягко рассказать про этот случай. Как-то мы едем с отцом, просто чтобы описать, как это выглядит, как наш менталитет. Вот. Отец сидит спереди, я сзади сижу, и нас сзади трое. Вот. И на мне, кто помнит, во время Первой войны была такая форма, спецформа. Она была и синяя, и была и зеленая. Как бы непромокаемая. Говорили, что ночное видение не видит эту форму, как бы, кто одет в эту форму. Вот такая форма была на мне, зеленая. И было жарко. Жарко было летом 94-го года. И я чуть-чуть куртку вот так опустил, а у меня была тельняшка, майка. И отец как-то посмотрел назад, взгляд попал вот так назад, он посмотрел, с таким лицом серьезным, и говорит: одень куртку. Вот так. Вот как это выглядит. Даже мы перед отцами не можем оголять какие-то части, определенные части тела. Вот представьте себе. Ну, даже есть другое, когда другое тоже наш обычай, помню, когда где-то стоит лестничный проем, и тебе надо куда-то подняться или забить просто гвоздь или что-то поднять на какой-то уровень, а стоит внизу отец, то мы, по нашим обычаям, никогда не поднимаемся на высоту выше головы отца. Вот такие у нас были обычаи. Ну, сейчас и держат в горных районах. Что-то эти обычаи держатся по этим. Валейкум ассалам. Наш волос. Да, что, алхамдулилlah. Я говорю, набрался, я мужество, Саула, ноларлу. Мадат, азюхал доктор Уаз, азима. Айлик басит я лерас, да? Подняться, да, а из бешал сейчас он возле Айлик куда-то ушел, по-моему. Анзор, удоволька, Да, что, алхамдулилlah. Сега худу шоудия, что мог шай. Да, что то, алхамдулилlah, делал это. Алхамдулилlah. Ох, ты дома, угору, Эмилу, Абдрахман, топел чеца. По-любому затянете, Уду, хайчо, киркума, аделеон. Давай, кирк, мش دل كيرت هذا هربيه زي ما بخلا الله قادر لازم تجوز Амин.
Это надоело. Да. Валикум Ассаламу ассалам. алейкум. Так. Саваш, любитель. Любитель надо историю, чтобы с поддержки решился, Анвел Мошман, баш, дик-дик-цадо. Ага. خالد حكيها وخالد يلا بقى Шин минут я саву. Чай, да? Там Иван. Чай. Да, Чай. никакой чай. Никакой кофе. Шундай. Короче, разборок сильно горел. Что он в занятых? والله نقول عبيلا мы тут только кофе пьем, так что не надо. Я тебе устрою тоже кофе, подожди. Чай принципиально не пьем. Страшный историк Гуш, доволен, ассоциация Петра, Мажвол Ибрем, ассаламу алейкум. Анзор, чай дуэта, хаошна, Ибрем, ладу. Кофе. Маршал, Саган. Аминь. Ладу, шаш, восош, хоме, алдеш. Мосом, бахкашта, масар, дицем, мадую, хумшта. Дюч, хотят яхчуен, советня. Вейц, муэду, инзуэн, постоянно, охварлило, что ли, вейн дал, сам хистел дать свой. Мос, по-разному, ласкомата, жрастому выхучила душ. Методы и цели не меняются по-разному, только с разным способом. Через определенный какой-то промежуток времени пытаются уничтожить народ. Уничтожить народ в своем культуре, идентичности. И, к сожалению, приходится бороться нам за свое право выживания, потому что у России осталось последние, я так, насколько знаю, народы Кавказа, да, которые еще не в полной мере, некоторые еще ассимилировались, остальные еще держат свою национальность, да, истоки, традиции, обычаи. И если не в обиду сказано некоторым исключением, выходцам некоторых народов, допустим, карелов, бурятов, якутов, там многих других национальностей, за исключением там может быть несколько человек, которых я не знаю, честно скажу, все русифицированы. Остался только Кавказ. Вот с Кавказом у них ведется борьба, в особенности с нашим народом. В особенности с нашим народом, потому что как бы это говорить, может, возможно, некоторые народы не согласятся, но факт остается фактом, что мы пытаемся выйти из этой зоны, да, так называемой России или русских. Это не нация, это вообще это как бы не с человеческим лицом, нравами, это непонятно, что за сбор, да, так они себя именуют, русские. Это не нация. Народы, полноценные народы, которые есть комплекс, нету комплекса, вернее, полноценности, те народы не борются с другими, не пытаются их принизить, унизить, уничтожить. Даже пытаясь как-то распространить свою сферу влияния, они договариваются. То есть договариваются с другим народом. Уважение к традициям, обычаям. Мы это наблюдаем в других странах, где некоторые такие мировые игроки играют, да. Но Россия, захватывая территорию, у нее остается одно, вот единственная цель, конечная – уничтожить народ. То есть русифицировать эти территории. То, что наши предки пережили, даже это словами не описать. Да, конечно, все вы сказали как-то, да, даже добавить и отнять нечего. Но держались. Умирали многие в вагонах. Сходить по уборочных, никаких условий не были от разрыва, да, если вот так в открытую говорить, мочевую, там, как бы, и многие от этого еще умирали. Выкидывали на улицу трупы, было такое, когда, я не знаю, это под надзором, это заставляли, я вот то, что точно не слышал,
на улицу выбрасывали. То есть, сколько там, более 50% среди чеченцев и ингушей, просто народ в дороге умер, а остальные были отданы, ну, как народу, казахам, Казахстана, что ли, выпустили в степь, холодные края, и местный народ сказали казахам, что приезжают эти, как их называется, которые человечину едят, ганнибалы приезжают, это не люди, это ганнибалы, чтобы заранее, изначально, чтобы нашему народу не было никакой помощи. То есть в холодные морозы, чтобы наш народ и там как можно больше умер, истребил. Алхамдулилlah, братский, мусульманский, казахский народ тоже очень сильно помог нам. Это как наша вторая родина. Все наши родители рассказывали, без исключения, да, про Казахстан. Но, да, это все рассказываешь, проходит все через себя. Вот настолько это даже говорить сложно. И многие народы сталкивались с Россией и знают, что такое Россия, да, и русские, и украинцы сталкивались, Голодомор был, казахам столько тоже Голодомора устроили. Соответственно, никаких иллюзий нет по поводу русского мира, кроме того, чтобы объединяться, желательно объединяться, к сожалению, того, что мы не в полном мере сегодня видим, и противостоять этому злу, а не отдавать каждый народ поодиночке. То есть они поодиночке. Вчера была Чечня, Грузия, Украина. Дальше, если Украина закончит того, что не случится, да, я уверен в этом, Украина отстоит, иншаллах. Дальше будет Казахстан, Молдова и многие другие народы. Поодиночке, я думаю, после Украины вряд ли кто отстоит. Да, гордые там, да, я понимаю, каждый скажет, мы отстоим, мы справимся. Но также надо знать, что сегодня в Казахстане очень большой там контингент русского мира, так же, как и в Украине, который зазывает русский мир. И своих предателей хватает в каждом народе. То есть последний оплот, я считаю, Украина. Как можно каким-то это мое мнение, да, некоторые могут не согласиться. Разным, как может, по-разному, кто может помочь, должен помогать. Я на этом закончу. Баркаллах алейкум. Так, что молчим, кому слово дать? Абдрахман. Резу Бахас Ибрахим Сельчин. Война. Украина حياة نشوف يا Европа, воюжер мою сразу. Сдаем СУЛ, Кюкшейн. Что, как это сказать, через Украину лежит весь шелковый путь от Северного Кавказа. Да, даже, наверное, И Азии. Так что на Украине у них такой узел, который надо в руки взять. Кто имеет Украину в руках в данный момент, он имеет весь торговый шелковый путь у себя. простой путник. Ушли, надо, нахуй, охам от собой. Да. Шейх Шмуклов от собой. Каферы. Ну, мы не говорим о Зеленском или о Путлере. Примерно у Путлера есть сторонники, это вся российская элита и те рабы, которые не стремятся выйти из рабства, которые они согласны. Сегодня вот буквально вы помните перед Новым годом, как массово выселялись с территории Российской Федерации, у нас, как говорится на Войнарском, выселялись граждане Ближнего Востока, это Азии, которые просто работали. Ничего абсолютно больше, никакого криминального авторитета среди этих людей не было, никаких каких-то бандформирований не было, просто трудяги. Сегодня их выдворили, и в каком положении сегодня Россия? Грязные улицы, грязные дома, и никто не будет убирать за собой. Знаешь, почему грязные дома, подъезды, лифты? Это Байден ходит к ним, пачкает. Да, Байден ходит, американцы ходят. Но это американский заговор был, если правду сказать. Я тоже там читал, это американский заговор, чтобы Россия утонула в своем мусоре.
Лишь бы Америка не пришла в ложь. Поскольку же. Россия защищать себя вонючей системой. Да, короче, полностью согласен. Ибрагимом со всеми, так как когда прибыли на территории Азии все малые народы, депортированные народы, не депортированные, а принудительно выселены с коренных земель, или как это, области, мы были в глазах наших братьев, в первую очередь, ганнибалами, людоедами, туземцами, непонятно какое вероисповедание, культуры, что первые месяцы было очень сложно, очень трудно выживать в этих суровых условиях. Представьте, это месяц февраль, дождь, снег, и кругом усеянные трупы детей вокруг. И дальше болезни, и нету даже средств выживания, пропитания. Я говорю, искали на навозах кукурузные, пшеничные какие-то остатки. Даже собирались вши на головах. Старались любым путем выжить. Это сегодня, когда рассказывают, это, наверное, так мягко звучит из наших уст. Но если даже хорошо с помощью Стивена Спилберга снять хороший фильм, может какое-то чувство затронуть у человека. Но сегодня в любом случае народы Кавказа это знают. Нам, когда начинает говорить, мы не хотим даже слушать дальше, потому что каждый почувствовал это. И по сегодняшний день у нас это чувство бегает по жилам нашей крови. Как сказал, он говорит, нам наши предки не рассказывали об этих страшных историях, когда же даже рассказывали, чтобы не вселился страх в наши сердца перед нашим врагом. Мне, когда рассказывала бабушка, говорит, ты только не бойся, говорит, вещи были страшные, но не бойся этих вещей. Будь всегда этим готовым. И мы были готовы. Ну, скорее всего, они так считали, да, ну, жалели нас, поэтому нам не рассказывали, поэтому им, нашим родителям, многое не рассказали наши вот деды. Вот, скорее всего, поэтому. Как-то я общался, ну, с чеченцем, и вот затронулась тема про сегодняшний геноцид, вот, то, что происходило во время вот этих двух войн. Обсуждали фотографии, разные видео, вот эти преступления русских террористов. И он мне говорит, мне тяжело смотреть на это, я не хочу. И, в общем, закрыл он это. Ну, я ему говорю, знаешь что, и говорит, я бы не хочу даже детям рассказывать, вот так он говорит. Я говорю, ты здесь не прав. Я понимаю, сейчас ты детям будешь показывать фотографии, это ужасно, это лучше не показывать, но лучше рассказывать, чтобы те, которые придут после нас, знали вот это все, что происходило с нами и с нашими отцами в то время, во время насильственной депортации. И во время вот этих последних двух войн, что происходило, и как это происходило, по чьей вине это происходило. Вот сейчас вот эти марионетки путинские как раз-таки обрабатывают нашу молодежь, из предателей делают героев, а из героев делают там врагов народа, и обвиняют нас, чеченцев, в том, что вот мы виноваты, оказывается, в том, что нас бомбили, что нас убивали, что из-за чеченцев якобы начинались войны, то есть переписывают всю историю. Я считаю, что пускай это даже сложно, пускай это даже больно, но мы должны знать историю. Каждую страницу своей истории мы должны знать. Помню, когда пошел развал вот этого Советского Союза,
В то время вот не было особо литературы про нашу историю. Где-то как-то можно было найти книги. Даже вот эту историю мы узнавали из песен. Например, имам Алим Султанов пел песни. Там про разные события, даже про вот выселение он пел песню. И другие там певцы были. Вот даже через песни мы черпали вот эту информацию. И нам, вот люди в моем возрасте, вот, нам было приятно, что мы где-то как-то можем узнавать вещи, о которых мы вообще не слышали. Мы же не знали во время Советского Союза, кто был Байсангур, кто был шейх Мансур, кто был Зелимхан, Абрек Зелимхан. Мы это начали узнавать после того, когда уже пошел развал Союза, то есть люди моего возраста, к примеру. Вот историю надо передавать, историю надо хранить, историю надо пересказывать. Будь это хорошие моменты, ну, хорошие моменты, это моменты, когда наше сопротивление одерживало победы, например. Да, это хорошие моменты. Другое, вот такие события, когда русские пришли к нам, вот, таким образом вешали ярлыки разного рода, там террористы, там исламские фундаменталисты и так далее, и начинали убивать нас. И как все это происходило, где это все происходило, там Алды, Самашки, Мескерюрт, Атаги, все буквально населенные пункты были, там были проведены зачистки, там вот жестоким образом убивали мирных жителей. Вот это все надо сохранить и передать потомкам. Ну, эти записи, именно аудиозаписи, у нас это не назывались песнями, или говорили, и они Да, или, были да. незаконные. За это уголовно преследовались, между прочим. И эти записи так где-то в общественных местах слушать тоже было запрещено. Да, А именно их исполнители или также уголовно преследовались, да. вкладывали, сидели в колонии, как имам Илин Султанов, потом шейх Мансур, Хасмагомед Хаджимурадов. А? Хасмагомед Хаджимурадов, он живой Хаджимурадов, сегодня. да. Про царскую войну, про царскую Россию, которую они спевали именно патриотизм Кавказа, не ненависть между кавказцами или что-то. Именно они спевали против общего врага. И наша солидарность про все кавказские народы, как все страдают от одного единого врага. А другое, хотел бы также напомнить, Грозный до 85-го года, можно сказать, уже в 85-м году начали покидать именно граждане Израиля, которым в основном массово жили. Это как Кобзон, Алла Пугачева, Юрий Антонов и многие прочие сегодняшние как звезды российской эстрады. Это бывшие жители города Грозного, студенты университетов, тех самых, когда уже чеченцы начали тотально возвращаться из Казахстана. Расскажу тоже также про селение Новогрозный, Ойсхар. Многие слышали, наверное. Да. Порядок какой был во время возвращения войнахов с Азии? Это утром в 4 часа участковый с национал-предателем. Это как бы, как мы знаем, из войнах, были из войнахов. Мне стыдно сказать, что они из войнахов, но были такие люди, что поделаешь. Вместе с участковым стучали в окна и в 4 часа рано утром собирали народ и уводили в поля. Рисовые плантации, кукурузные, виноградные плантации. Наверное, Анзор, не знаю, как, когда ты перемещался в Грозный или в Гудермес, видел, наверное, в Гудермесском районе, сколько было виноградных плантаций. Да, именно виноводочные изделия там очень модно было. Да, у нас же заводы были. Да, загонялись в поля. И в то время в селении Новогрозный, как жалко, туда запускались, если из чеченцев, которые были, те, которые служили перед русскими
как бы, не как бы, а именно в том свойстве рабы. Что начальник совхоза, чеченец должен был к нему идти, убираться, подметать, утром дворники тоже подметать, а в день чеченец не мог показаться своему хозяину на глаза, потому что казак, если идет, чеченец должен был, как черный негр, отступить в сторону, уступить ему тротуар. Это все преследовалось и наказывалось. А в селении Новогрозное было такое, что был клуб, вечерний клуб, где собирались люди, кино смотрели, но туда никогда не посещали ни одно лицо кавказской национальности. Именно были казачьи станицы, и приходили туда именно на эти вечерние дискотеки и сборища там фильмов посмотреть. Собирались казаки. И как-то вернулись с нашего села 3 онага, это 3 мужчины именно чеченской национальности, которые вернулись из Казахстана. Они услышали, что есть в селении Новогрозном есть клуб, где собираются казаки, их атаманы. И решили эти 3 мужчин чеченских посмотреть, что за мужчины среди этих казаков. Пришли в этот клуб, заняли 1 место, даже не постеснявшись, забрали у них девчонок. И в этот вечер такой кипиш поднялся, что эти 3 чеченцев умудрились отрезать и головы, и уши ихним атаманам. После этого селение Новогрозный для казаков и этих зубочистками, бегающими себя называющими царской армией, это был начало ада. И вот так потихоньку начали и казаки покидать чеченскую территорию. И также покидать начали и жители Израиля. Так как некоторые Израили тоже, израильтяне любят говорить, мы ваши дома хранили, вы наши дома не хранили. Из-за вас нам запрещали на нашей территории говорить на своем языке. А вашими работниками это были терские, донские казаки, которые с помощью участкового выгоняли наши народы, наших людей, стариков и женщин. Несмотря больной, не больной, выгоняли в поля. А именно который именно навел страх в Новогрозном, его звали Султан, граф Султан. Его лично отец убил, застрелил, так как он не один раз был уголовно наказан и преследовался. И он сказал, из-за тебя часто наших чеченцев, на чеченцев идут зачистки и преследования. Его отец после освобождения из тюрьмы, когда он вернулся домой, собственными руками отец застрелил, чтобы он не был убит врагами. Он так и сказал сыну, я не смогу смотреть на тебя, когда тебя враги убьют. Мне лучше посмотреть на тебя, как я тебя сам убью. На него много охотились. А другой случай тоже с этим же султаном, когда в селении Верхний Найбер одну казачку, не Казахстан, не путайте, казачка, алкашка, биччу можно сказать, сдохшая от передозировки алкоголя, ее похоронили в кладбище мусульман, в Верхнем Найбер. Это Суворов-Юрт тогда назывался, Верхняя Суворовка. На что эти молодые выкапывали эту алкашку и бросали в терек. Знаменское, это как бы селение Кадиюрт, сам, наверное, Анзор тоже знает эти местности. Да. Часто, наверное, перемещался, помнишь, наверное, недалеко терек. Этот труп, этой алкашки бросали в терек, но ее находили непонятным способом и обратно же возвращали. Его хоронили, опять же, на территории, мусульманской территории кладбища. Тем самым унижая наш, наш быт мусульманский. За это сколько молодежи было также уголовно наказано без суда и следствия, без никаких доказательств. Вот таким способом провоцировали чеченцев на какие-либо действия, зная, что чеченец отреагирует. Эта женщина, будь она проклята, потом она исчезла, говорят, видимо, сожгли, наверное. 3-4 раза ее бросали в терек. Никак не хотела потонуть Титаником.
Вот такими путями старались издеваться над чеченцами по возвращению с Казахстана. Что как рабов 4 часа выгоняли в поля, и как над рабами стояли надзиратели, и даже не имели права иметь лишнего скота во дворе. За все преследовали, расстреливали. И последним, как знаем, Хасулха Магомед Шахидин Шаалла был абреком. Но в те же времена все равно продолжались действия, как и чеченцев, ингушей, кабардинцев и грузинов, многие, которые помогали этим абрекам. Борьба за независимость никогда не переставала быть на Кавказе. Я хотел бы кое-какой момент зачитать. Я как раз-таки искал бунт в Грозном. Вот, нашел этот фрагмент, просто хочу напомнить и зачитать. Сейчас, секунду. Так, вот. Отвечу тут, в какой стране ты находишься, в Норвегии. Русскоязычное население республики выразило массовый протест по поводу возвращения чеченцев. Пьяная драка чеченца 23 августа 1958 года в Грозном, в ходе которой ножевые ранения получили 2 русских, один из которых, Евгений Степашин, скончался, и привела к всеобщему возмущению в Грозном. Виновный был задержан милицией, но похороны погибшего вылилось в массовые беспорядки. Тысячи людей ринулись на улицы города, требуя публичной казни чеченца и выселения всех чеченцев из рабочих кварталов Грозного. К вечеру на короткий период бастующим удалось даже захватить главное здание обкома КПСС ЧССР, где ворвавшиеся искали чеченцев по национальности. Попытка руководства поговорить с разъяренной толпой не увенчалась успехом. Люди выкрикивали лозунги: «Вон, вон чеченцев из Грозного! Пусть к нам приедет Хрущев, мы с ним поговорим! Да здравствует Грозненская область! Заселить Грозненскую область новыми мигрантами из России!» и так далее. То есть и были и другие лозунги. Как раз мы недавно говорили об этом, о возмущениях русских, когда вот, наши приезжали обратно из этих республик на свою землю. Вот, наши дома были заселены, и вот эти чеченцы, которые возвратились на свою родную землю, у них не было абсолютно никаких прав. То есть вплоть до того, что нам запрещали говорить на своем родном языке. Ну, в общем, вот этот бунт тоже был. Русские возмущались, что мы, чеченцы, вернулись домой, в свои дома. Ну, даже я говорю, Анзор, я очень маленький, но у меня память очень сильная. Мы когда, помнишь, наверное, такие праздники были, 1 мая, 5 мая, 9 мая. Вот пока там эти казаки русские не отплясают, не напьются, не нагуляются, даже на эту праздничную площадь войнахам был запрещен вход. Да, строго запрещен. Там могли только выселиться. Мой дед, мы знаем, все знают, что у Северного Кавказа, вообще в Советском Союзе, в армии были, это все интернациональные армии. Там, если русских было, там нашкрябать может там 1000-2000, остальные все убежали к немцам. Мой дед, как это сказать, когда рассказывал о Советском Союзе и Второй мировой войне, говорит, мы больше охраняли этих русских, чтобы они не убегали к этим немцам. Те сразу же в первых же позициях поднимали руки, бросали винтовки и убегали. Говорит, на территории фашистской Германии сдавались, говорит, потому что они были голодные, и они никогда ничего не имели. Там им немцы обещали много чего. Они верили немцам. А воевали в основном интернационалисты. И когда мой дед воевал по возвращению, он был старшим сержантом, и получилось так, что он был сержантом стал. И
из-за 44 года, 23 февраля, из-за того, что начали депортировать кавказцев, ему пришлось менять фамилию, имя, стать гражданином Украины и вообще украинцем. Вот таким способом он остался в живых. А другой, по возвращении, у него были все ограничения. Хотя уже он, когда все вернул свое имя, все на место, он не имел того статуса, что имел русский алкаш, который якобы воевал. Посмотрите, в каких местах воевал этот русский алкаш, сколько у него медалей. Ну неужели это так, я не знаю, это отдел фантастики, что у русского человека может быть такие ордена, а что у кавказца всего лишь пару орденов. Они даже на войне, среди войны, воюя против одного врага, они умудрялись унижать кавказские народы, особенности именно чеченцев и ингушей. Даже в этом они принижали. Сколько было представлению героев Советского Союза чеченцев, из-за того, что в графе написано «чеченец», не было представлений к награде. Вот этого Исаева, который у нас на Эльбе встретился, как его имя? Висаитов. Висаитов, да. Его пришлось наградить героем из-за того, что американцы его наградили. Да. На самом деле его наградили из-за того, что если бы американцы его не наградили, то о нем не говорили бы. Там на второй день, или как через неделю, когда они встретились, снова американцы сказали: приведите того, который с нами встретился в первый день на Эльбе. Привели, как всегда, Иванова, Сидорова, Петрова. А что американец возразил и сказал, не этот человек с нами был, с нами был другой. Русские придумали, что он погиб героически, там какие-то. Нет, мы знаем, что он у вас там, вот именно алейкум ассалам. Приведите нам этого человека. Его привели, а когда привели, его вознаградили героем, как это, орден, серебряным орденом героя, или как это? Высшей наградой, как его, как она называлась? Легион чести. Это называлось, я потом представлюсь, иншаллах. Поскольку сегодня у нас кто-то поздравляет День независимости России, но для нас это самый славный такой день для военнахов. Салам алейкум, рахматуллах, да, судики, Алейкум салам. Så alle merker Østråser, Германии, Саакан, Гуздушван, Сосок Гуздушван. Я не мог не зайти, почему? Потому что каждый эфир, который перелистаешь, кто-то там... Везде ты, конечно, не успеешь, но в любом случае это очень тяжело. Когда в 1944 году как бы всех, даже я даже не могу это даже высказать нормально, хотя я достаточно разговариваю на русском языке, но я определенно хочу сказать одно. Дала Богом болбой. Allah da şey doğmadı oldu. Амин. Çok ahdas tane dama yakla saham oldu. Hadizm Allah ya mesele hay dawa самовакла. Короче говоря, соклы давах курват соша бях мобил. Эше да, стояк, стояк. Он не секрет, он просто ухезде, dayak yapıyoruz. Eşer no yarçık mezarlarda idayak elliyor savaş. Niski medarmadı hagda büyütüyor. Сих водик яц. Сих малу. Давах то. Он качан, инсу давах казусна.
Tamerlan, aki, no, nis bar, khaz qamelder, so direk deel ader, alhum docha, dal bartsa boilway. Psiходikets. Отцом, эш, а я, вообще, да, цугуни кушала. Анджей, он-то молодой, тогда он должен сперва, когда он обращается, да, узнать. Я же вроде бы не молодой. Алейкум салам алейкум. Высшая награда Конгресса, это была, называется, американская высшая награда Конгресса, там что-то. Висейтан ялеги. А? Легион чести, верх, да? Да, вот это и есть награда, называется Легион чести, высшая награда, вот этого, да. И ни у кого больше нету этой награды на советском пространстве, кому американцы вручили его. Это единственная награда. Они же после, правильно же, у него орден Героя Советского Союза, вот, тоже вроде бы обратно же лишили Висаитова. За того, что он что-то сказал против какого-то там ставленника, не помню я. Но он против какого-то комитета КПСС что-то сказал или что-то было, что его лишили звания, что ли, что-то такое было. Ну, это нормально для русских. Они всегда пытались унизить и гадить наш. Поэтому тут неудивительно, что они препятствовали, гадили, забирали, унижали. Но это их сущность. Тут ничего удивительного нету. Да, его даже сказали, что он умалишенный, контуженный, хотели его отдать в психбольницу, что там какие-то у него страшные истории ему приписывали. Из-за того, что он напротив КПСС сказал в защиту войнарского народа, что-то такое было. Все блага русскому народу. Остальное. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Маршвол. Schengenek jó, hogy nem is van gyűlölcs. Schengenek dictel ciecból jöri bakénak. Ó, tehát Scholzga így mosztozdo, vagy kolman, az gásztu, sies hújú hajcsdu, vagy dacka így sedes cabartkó. Allah alek yeter bu. Amin. Amin. Tiga قضية دستوزل الله عشا وليس بسحاج السلام عليكم. Ва алейкум салам. Алейкум салам. إن زوري مشتا يفتح Да, что? Latvija už volies šī dviezal cēni, tā, kadēdā voli Latvija už to ištānu orkanam dēdā, če stiži mož dvīco, cik nav jūgarsu. Jo codīts ar uz visāžu, cik tā šī iet biebi. Sēlan aizbieka bēr. Hauz vorca sirsir tundan ir sēlan dok šo visāžu voli. Tā mē bēlē boja duju hērtā u bēr džimol šainā visāžu. Nēlan aizbieka bēr, co bijusan golboti, tā iet balā, u ielā šī kariem, kolhoznes
совхозный. Так, айдол до Ильюшки, Корца, Петяца, Суман, Ишта, Дюшберцинис. Ишта, Лачини, هو 11 سيلوس أمبر شويانا ميتشريانا صنع وجوه غير تلشي أشبو إش قوشوا لقى وتيرزن تيقوش سوشوا حصول وش لقى أتصل خمطوش سيبلي أقي تلشي والمقداني صنع ده عجوبة تفز ويبا إيتك إش متكش نستل هرشن شورت سيجا شو صدا تسدوش إش تحيزي نقطة إش نقطة الله عدالة شو قربان فيست خد عاوي ورسة وجري الله عدالة تيجا بيتان شهيد درجنا وين الله طنش الجان بيسنا خلبات طنش سنة مسانا لا دي كان سبيقا بويرزن ديل مسانا وصلنا سون إن لله وإنا إليه راجعون أدقز الحمد لله بوش إن يرسل كان دوش قيمة دينا تأبي سود خرميات تأبي سود في المواد سوادنا سان دا مقطع حالي إخاكتو وإنت عليل إن شاء خلي إن شاء الله بو بيسن كان إيمان يحصوبر الله لزل أنزور هو بيستخلت خلق دا ترسى خالدا أطلع دالشا جاش دويل أطلع دالشا إذا يلزمنا شهيدي درجنش قاتش الله يمتن وزن ديل تن سورت سأقطع علاش دون والله سونا سينان تنو وش سنة تقوي شون س بريزيدنتو إزوون قطعة واتن س بريزيدنتو اشتيا حوالي يسو دقيقنا عندي دول دار وسط هذا تاهم دات الله رئيس خلص الله غازق دول قبل دول زي مسيرة ويبوصل بيجر شيء يجر شيء وتخينا دابويلش إن سويتش أو ديبورتاتي دا إمنا إتغاز شن دو حلتش توام بين إيش أتصنعت دابوان بول ويبوصل بيجري يجري الله غازق قبل دول زي مسيرة والله ويبيت خونخم بشورت والله الله رئيس خلص والله بيت قول خي مبو يقون خي خلر بحاندل شا تغن كورت حلقي بين ليلش مدو بو بسنش الحمد لله والله بويس نقون شي قوما قردي تصدر بوصل دينا نيستات بوغز نو تمني ميني سون خيش قومنا خيل لا ام سلار سون خيش قومنا خيل والله سلار سون سو بيلج اوصل هو نوخش والله الحمد لله سنوخش والشباب عمو السلام عليكم بيحكي إفريل تميل الله رئيس الله رئيس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عمو بو قيت خوين صور منوخش قوم хохельчи все равно гордость за своих героев и не такая гордость, которая вот запрещенная. Мы понимаем, с Бога, эллага, не скататхо, бой ишбиц, больше дигдук, то есть наша история богата этим мужеством вот, наших героев. У нас есть герои, огромный список героев, о которых мы можем говорить. Нохчимата ол, камдоцы конах вачи, бийц конах и боцы камдац оли. Вот, иштрохи. Allah reis ve masan khursalar. Amin. Amin. Gina samo boyzna cel yukham bolishter az hezda оқуется улсам энс цогайга аслан в клубе Алушки Туркуши царбой здание цервойцига цам мероприятие провести ясам чинали чаю сучуаца лемузам чуя ерхаидна
съездил, Цучуахил, Аслане, инаугурации, по-моему, Цучуахил. Gera. Yolçayına suçulu Amazon to çudo işte vay gayet ama şey her göttü onu ve vaziyet suya suya kaç yıl da çoğu orası slaçı posti şu tam umaç zaman ki gibi şunu to sam kıyılı çıkmadı sürecen işte sevenler beş bu şey vadisi şu tendi oluştu bu ne kaç yıl sadece işte Amazon çoğu çoğalamazdı işte model tabii işte çok bekliyorum. Olmaz diye. İşte o hastan zat. O kira sahuli sa yo o hoç duysa işte faz bist hoş. Öyle böyle iş. Amin ya. Dem satıyormuş. Да, первый там больше Джохар Масит Тазгинасун, ц Алройлα Гирсуни, Цигвен Вари, так Маркета сумнял до компьютера. Вот, там бобюч, так вай Халавел, вай Эмир ву, цун Маракити со до компьютера. Vëzhë soda her vol Allah reis khil Allah kërna. Allah del di habert ki öyle. Allah del di alboy soyna akelanaş. Amin ya. Amin. Yani doğuşuna iştonda Allah derler de öyle. Selamun aleyküm. Allah. Amin. Aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Да, Павло, так что... Да, нет. Эл тягу, эл домой. Появился интернет, что-то там радай севу швей, латаяч, союз уже сообщение это. Вот этот фильм, грузинский режиссер, который снял этот фильм, как он называется, именно депортация про февраль? Его не пропустили, этот фильм, на, как его, премьере. Да, запретили. Да, потому что там были именно показаны те жестокие действия по отношению там женщин, детей. Но фильм, он как не вышел, так и на него Европа поставила строгий запрет. Потому что Европа любит, видимо, тоже Путина очень. Как действуют санкции против Путина, тоже мы видим. Вот хотел бы вот этот фильм посмотреть, но этот фильм, говорят, очень хороший фильм, там некоторые видели его. Да, мне тоже хотелось бы, я никак не застал этот фильм нигде. Так, شو تمران ودق عيدوش افير دق لاتري Вала, гард сухунба. так свинц эрвул шо чуахала так юхчу руса потом Что, ну, да еще что такое? Он что-то посмотрим. Хорошо. Я тоже с дороги, короче, домой. Да, мол. Он и про геноцид, названием умер. Как он назывался этот фильм? Он кино отрывок, что плохое, не как нога, что крыш. И хорошо отрывок, сейчас именно кино отрывок, что это? Вера, послушаешь. Чечевица. Чечевица мясо, нет? Чечевица. Да. Вот же. Ау, Отслухаем с связи. веру он сюда. Я ж мылю сама. Телеграм чуаязина ги? Ага. Кейтус. Я боюсь, я зашу. Да, it's now что ответ, да, что сообщение, я там
Валикум салам. Да, за лоутин, за бэшн, Да, за по возможности, да, так. Дик سؤال و يغوش قيتر دو دا مولا جو خس قيتر شو جنا شو ودوغا شو ويستغلا الله ريس خوير مسانا طبعا باش دياشتيغا دو قومدو يوش خمادو وي مسانا بيدي خمادو أكا الله غازت قوبل دول مسيرة وي دابون بول وجري يجري دال ديقل بولش دال مولا ستويس تعدي دور دو وي قام تبرغ تي دو أتس غاسق شح يدقس أتس بيوخش غاسق شح إن شاء الله نقدر دوتاخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله إن شاء الله تعجبني رش حزب من ده ولي نقدر Это так пригахать они сразу. والله أروى سيسه تعويق شاش وشو صدق عجيز الوعدين دولة الجود دا مولا Mega da zorun kona. ما شاء الله أشهد Землин, это. Землин